Здравствуйте! С вами Вести Якутии и я, Виктория Габышева. У нас в студии находится человек, которого принято называть приставкой «бывший». Бывший генеральный директор 2 заводов, бизнесмен и политик Егор Петрович Жирков. Здравствуйте. Добрый вечер. Егор Петрович, вы были генеральным директором 2 заводов. Завода базальтовых материалов и завода технологий базальтовых материалов. ЗБМ ныне действует и процветает, здравствует, а ТБМ проходит процедуру банкротства. Егор Петрович, расскажите, что пошло не так, почему вот произошло банкротство? Ну, во-первых, я подтверждаю, что нынче я пенсионер, самозанятая личность. Что касается завода базальтовых материалов, который начат с 2009 года проект и введен был в мае после Дня Победы 2010 года, то есть за довольно короткое время. Это один проект, проект создания и ввода современного, модернизированного завода базальтовых материалов мощностью по проекту 60 с лишним тысяч кубических метров. По факту в 2013 году мы вышли на уровень 92 тысячи кубических метров, модернизируя основные средства. И в 2014 году, когда я руководил полностью заводом полный год, мы вышли на 102 тысячи кубических метров объема продукции. То есть это очень солидно. В деньгах это выручка более 500 миллионов рублей. По основному только объему реализации 424 миллиона на 200 с лишним работающих, трудящихся. А что касается второго проекта, это инновационный проект. Проект он сам назывался «Базальт новой технологии». Оператором, ответственным за реализацию проекта, было определено юридическое лицо ООО «Технологии базальтовых материалов». История его довольно в начальном этапе хорошая, достаточно, мы были на волне новых веяний российском уровне, имеется в виду поддержки создания государственных институтов финансовых институтов развития и механизма поддержки инноваций. Это раз. А во-вторых, и в республике, я считаю, что довольно хорошая попытка, содержательная попытка сделать прорыв и найти себя в свою нишу в разных видах технологического производства. И здесь создание проекта, который был сочтен тогда президентом республики на специальном совещании, расширенном большом совещании, что как инновационным и перспективным не только для Якутии, но и для севера России, и нацеленным на прорыв освоения высоких технологий, на инновационное развитие экономики республики. И старт был дан именно 12 мая 2010 года. В отличие от завода базальтовых материалов, который весь объем инвестиций 522 миллиона было предоставлено Республиканским институтом развития в лице АОРИК, и который, как я отметил, в 2014 году вышел на объем выручки тоже 520-30 миллионов рублей, то в год, я имею в виду за год прошедший тогда, то по предприятию, по проекту ОТБМ, по проекту базальтовых композитов была принята другая схема привлечения инвестиций. Сперва средства 150 миллионов РИКа, а потом порядка 100 миллионов Российский банк развития, мы конкурс выиграли, льготный кредит с процентом, всего там 8 с лишним процентов добились получения, и 250 миллионов займа Роснана. А потом еще прямые вложения Роснана и
тоже дочерней компании Внешэкономбанка. То есть из федеральных институтов развития были средства привлечены. Не только республиканские деньги. И здесь основные события, вехи продвижения этого проекта следующие. В 2010 году, в мае, как мы сказали, старт был дан. Потом, значит, в 2012 году, в июле месяце, 24 числа, с участием руководства Агентства стратегических инициатив России, и тогда, и до этого, и позже, и сейчас наблюдательный совет возглавляет Путин Владимир Владимирович, президент России, потому что это агентство признало наш проект лидерским в масштабах и России, надо сказать, подчеркнуть. Приезжал второй руководитель этого агентства Аветисян Артем. Потом, значит, в конце года, 29 декабря, был, если там состоялся запуск пилотной части завода по производству базальтонепременного волокна, то перед Новым годом мы смогли запустить производство технологической линии по выпуску базальтокомпозитной арматуры. Надо сказать, что к этому времени по всей России всего, как по производству БНВ было всего 6-7 предприятий, так и по арматуре тоже 10 пальцев хватит, такое количество. То есть это в числе очень таких, ну, можно сказать, передовых было. Но, кстати, к сожалению, и по России на Дальнем Востоке была попытка до этого, состоявшаяся, а потом утухшая в Красноярске. И это непростое, конечно, непростые попытки. Но если все так было хорошо, то почему в настоящее время банкротится предприятие? И почему вы ушли? Причин 3, думаю, так. Во-первых, власть поменялась в республике. Был Штров, который очень содержательно и целенаправленно поддерживал и продвигал. Это не знаю, к какому виду поддержки, фактор отнести. А две причины. Они одна объективная, другая субъективная. Объективная — это в конце 2014 года, еще тогда, когда со стороны республики было вложение порядка 600 миллионов рублей займов от РИКа и РИК плюс, второе предприятие крупное, тоже институт развития в составе группы РИК. И со стороны федеральных в целом порядка 500 миллионов. Так. Состоялось, событие произошло, которое предопределило дальнейшую невозможность привлечения кредитных ресурсов, это девальвация в декабре. Это вы знаете. Поэтому стало невозможным привлекать ни в Россельхозбанке, ни дальше в банках, я имею в виду, можно только в институтах развития. И почему там не получилось, об этом я тоже скажу. А третья причина, более субъективная, это, скажу так, что в принципе отношение к проекту со стороны руководства республики как-то стало правительство невнятное, и более того, все, чем дальше, тем не то что не положительно, а негативнее. Вот причина. А что касается, почему дальше все-таки были ли попытки, и дальше застопорилось? Да, попытки были. На самом деле, можно сказать, было привлечено такое большое количество денег, так, порядка миллиарда, но еще порядка 300-250 миллионов надо было. Вот это уже не довершили, можно сказать, вложения инвестиционные. И для того, чтобы найти выход, я со своей командой очень сильно, в том числе временами и местами, можно сказать, я имею в виду должностными людьми отдельными, при их поддержке нашей правительства, выходил и на Внешэкономбанк, и где могли мы получить, как и другие субъекты. К этому времени другие субъекты Дальнего Востока получили порядка 100 миллиардов, мне сказали так.
Мы отработали вопрос получения 1 168 000 000, но прошли все инстанции, но остановились на вопросе, камнем преткновения стало отсутствие поручительства со стороны РИКа. Или такое, была бы воля власти, было бы поручительство. И потом выходили на Российский фонд прямых инвестиций. Если бы Внешэкономбанк вошел в проект, то потом планировалось так, что там даже виза Путина была, планировалось, что Российский фонд прямых инвестиций мог бы полностью выкупить проект, практически 100% сделать своим проектом. И сделать его, масштабировать на Дальнем Востоке и даже, скажем так, корейско-российские или китайско-российские такие масштабирования сделать. Вот такой И мы там тоже многие самые существенные позиции, связанные с экспертизами, там, прохождением инстанций внутри корпорации, как Внешэкономбанка, так и Российского фонда прямых инвестиций, мы прошли. Но, к сожалению, дальнейшего не получилось. А третья попытка была войти, я организовал большую работу и провел в том, чтобы войти в числе первых перечень организуемых, намечаемых территорий опережающего развития. И даже мне в Министерстве развития Дальнего Востока говорили: вы, Егор Петрович, первой тройки. Скажет ваше правительство, руководство республики, все, вы будете очень быстро реализуемо. Что касается поддержки федеральной, то там на уровне почти 3 миллиардов, 2 миллиарда 900, по-моему, 24 миллиона. Около 3 миллиардов, так, 2 миллиарда 924 миллиона, по-моему. Вот такая сумма уже мы отработали Минфином России всю эту инфраструктурную поддержку. Но не получилось. С вашей стороны были какие-то предприняты попытки, чтобы ТБМ не обанкротился? Здесь с банкротством, конечно, есть довольно странные явления. Как бы формальным поводом стала задолженность просроченная более 4 месяцев на 7 миллионов с лишним рублей перед Уральской альмейской компанией, такая компания, да. Но потом этот долг перекупил себе АО РИК и настоятельно инициировал и добился, несмотря на то, что даже все 7 с лишним миллионов были найдены, но все равно добился того, чтобы из-за этих 7 миллионов было введена процедура банкротства. И здесь мне не очень понятны до сих пор внутренние мотивы руководства РИК. Почему так, будучи основным кредитором, основным участником, акционером, да, вот так добиваться и добиться банкротства. Егор Петрович, а с вашей стороны предпринимались какие-то попытки, чтобы изменить ситуацию и чтобы ТБМ не банкротили? В 2013 году были предприняты на разных совещаниях, мною со своей командой, такие попытки довольно нестандартные в поисках выхода из положения. Нестандартные, я имею в виду не чисто привлечение банковского кредита, который ситуация усугублялась там, а выхода на Внешэкономбанк, например. Это федеральный государственный институт развития. И, в принципе, мы на 1 168 000 000 проект отработали. Притом здесь помогало это агентство стратегических инициатив, проведение какой-то специфической экспертизы было заказано и проплачено агентством за нас. Это такое редко бывает. И там с горизонтали снизу не войдешь, там только сверху с правительства России войти в Внешэкономбанк. И мы прошли все практически экспертизы, уровни защиту. Вот. Остался только вопрос или гарантии бюджета, или поручительства со стороны регионального института развития, как это во всех других субъектах. К этому времени на Дальний Восток Внешэкономбанк мне сказали, выдал деньги там, по аналогичным же видам механизмов, порядка 100 миллиардов на вот остальные 8 субъектов Дальнего Востока. В нашей республике до этого нет. Да и сейчас я, по-моему, не слыхал еще, чтобы крупная какая-то сумма была. И, в принципе, могли быть первым получателем денег Внешэкономбанк. Но, к сожалению, камнем преткновения стало здесь несогласие
руководство РИКа рассматривает вопрос выдачи поручительств. При этом они знали, что если бы Внешэкономбанк стал бы основным кредитором, были бы перекредитованы все займы РИКа. Вот что интересно. И второе, при этом после этого еще вошел бы проект, уже перекупил бы себе проект, подчинил бы полностью Российский фонд прямых инвестиций. Это еще более малодоступное на высокого уровня Федеральный государственный институт развития, это суверенный фонд, и там на несколько миллиардов вот такой суммой масштабирования просматривалось. И мы прошли многие там ступени защиты. Но тем не менее не получилось. И я сейчас считаю, что все возможное со своей стороны я сделал, даже гораздо больше, чем один человек со своей командой. И здесь все эти защиты надо было пройти. Но мы, к сожалению, уже по тому фактору, одному из 3 факторов, такое уже прохладное отношение со стороны власти республики, значит, мы не получили эти поддержку. У нас в республике развита добыча полезных ископаемых, но есть там и золото, и алмазы. У нас есть практически вся таблица Еще Менделеева. Да, все элементы таблицы Менделеева. Но у нас здесь нет переработки. Ну, по крайней мере, так считается. Но, тем не менее, завод базальтовых материалов, ЗБМ, как и ТБМ, показали, что у нас есть материал, который находится буквально под ногами, который находится у нас в республике, у нас же может перерабатываться и мог бы составить в дальнейшем конкуренцию по прибыли и золотодобывающей промышленности. Но любое производство, наверное, я думаю, понимают это все, вначале нужно вложить большие средства, инвестиции для того, чтобы оно заработало в полную силу. Сколько бы потребовалось времени для ТБМ при вложенных инвестициях, чтобы она вышла в плюс, при требуемых, конечно, средствах, если бы вложили столько, сколько необходимо, когда бы она вышла в плюс и когда бы уже начала приносить прибыль. Вы подметили в своем вопросе отсутствие производства перерабатывающего характера. Особенность проекта обоих, как и ЗБМ, так и базальтокомпозитной продукции, а именно базальтокомпозитной арматуры, как конечной продукции, это высокотехнологическая продукция получается, даже не просто там один передел что-то, а высокотехнологическая продукция. Она могла дать большую перспективу в смысле отдачи и финансовой точки зрения. И срок и время окупаемости это и в наших и бизнес-планах, и разного рода совещаниях обговаривалось, и прорабатывалось, и анализировалось порядка 8-10 лет по инновационному проекту. Это и на уровне совещания Комитета по развитию стратегии, возглавляемой председателем правительства Данчиковой, обсуждалось. И с самого начала об этом знал и РИК. Потому что, по аналогии с ЗБМом, 522 миллиона вложений, а в 2010-2011 годах, даже до 2010 года, а за 2014 год выручка 520 с лишним миллионов, То есть сколько вложено, столько за 1 год. Но, конечно, у нас налогов при этом 130 миллионов операционного расхода, но тем не менее порядка 16-20% рентабельности было. И мы, можно сказать, просматривали, выходили на такой уровень. А могло и быть, я думаю, и 20% по ЗБМ. А по ТБМ меньше, несколько, это более инновационное направление. Но зато там перспектив больше, в смысле объемов. Можно было выйти и на обеспечение внутри республики замены дорогой и большой логистикой продукции стальной арматуры, не в большом объеме, а малых, но и этого достаточно.
и выход на экспортную продукцию можно было бы добиться. И еще расширяя, можно было по этому направлению базальтокомпозита выйти на производство базальтокомпозитных труб для ЖКХ, для городского хозяйства. Это тоже переработка, да, вот продукции более высокой добавленной стоимости, тем более высокотехнологические, в принципе, нержавеющие, долговечные в сравнении с металлической трубой или арматурой. Получается, завод базальтовых материалов это было одним из самых таких больших или даже, наверное, одним в республике производственным предприятием, которое не только было самоокупаемым, но и приносило прибыль. Потому что у нас принято говорить, что у нас производство... у нас производства нет, не принято говорить, а в общем-то практически нет. Местного промышленного производства, да, вот, и в том числе вот со стороны РИКа. Вот. Остальные же, даже вот взять хоть энергетиков, это же оказание услуг, это инфраструктурные. Да, это понятно. А получается, что было после того, когда вы ушли, или вернее в вас ушли? По заводу базальтовых материалов завод работает, надо это... люди видят, когда по улицам ездят города, столицы, что наши каменные дома одеваются, базальтовые плиты, преимущественно продукции марки Сахабазальт, продукции завода базальтовых материалов. Но в то же время, без особого но для сравнения скажу, после того, как меня ушли, последний год полной работы была выручка, вот я говорил, и объем выпуска 102 тысячи кубических метров. Но за 15-16 года, насколько я краем уха слыхал, порядка между, наверное, 60-70 тысяч. Я точных цифр не знаю. То есть на 60-70 тысяч кубических метров объем продукции. А по ТБМ, в сравнении получается в 1,5 раза меньше, да? Так, и я думаю, что без всяких, как говорится, без всякой скромности скажу, при мне бы продолжалось бы на уровне 100, не меньше тысяч кубических метров, а то и до 120 вышли бы сразу. Сейчас тоже желают выйти на 120 тысяч кубических метров, дай бог успеха. А что касается ОТБМ, то здесь наоборот, вот с 2014 года конца пошла кривая вниз, и 2015 года уже АО РИК, вернее руководство РИКа, добилось того, что введение процедуры банкротства. И сейчас вот предприятие находится на последнем этапе процедуры конкурсного производства. И при этом основного имущества, балансовой стоимости у предприятия имеет на уровне 1 200 000 000 рублей. Никакого вывода активов, никакого ввода средств, ни 1 миллиона, ни 1 сотни тысяч, ни десятки тысяч рублей нет. И не было. Наверное, здесь уместно вспомнить и еще об одном вашем замысле, о модернизации горно-перерабатывающего предприятия Сарылах-Сурьма. Некоторые средства массовой информации прямо ставили вам в вину, что предприятие не оправдало крупных вложенных инвестиций. Вот какова была дальнейшая судьба этого предприятия? 2000 года, после того, как я в Москве работал последний год Ельцина и первый год президентства Путина. 7 лет я работал в Аймеконе, в Уснере, руководил сульминым комплексом. Сперва было предприятие ЗАО Сарылах-Сурьма, потом организовали предприятие ОАО «Звезда». И, в принципе, за 7 лет там мы добились довольно больших продвижений. Могло предприятие идти, держаться на плаву, это было сложно после кризиса золотодобывающей отрасли, и постепенно утухнуть, потому что, во-первых, истощались запасы на соответствующем глубине шахты Сарылах. Мы смогли там дать импульс развития при некрупных, я считаю, вложениях. В числе первой тройки среди предприятий нашей республики мы получили тогда
пятилетний кредит 125 миллионов рублей Сбербанка и порядка 114 миллионов товарный займ республики в виде горюче-смазочных материалов. Кстати говоря, они были все возвращены досрочно, эти суммы. И я смог организовать углубку шахты, работающей на глубине 300 метров под землей, еще глубже на 100 метров. Сперва на 50 метров и еще на 50 метров. На отметке 320, по-моему, 8 или 9 метров мы проткнули вечный мерзлоту. Это к слову. А так, в принципе, во-первых, мы скрыли глубокий уровень, да, вот шахты, пласты глубокие, и обеспечили сырьевой базой в Церлахской шахты на еще десяток лет. Да. Во-вторых, я восстановил брошенный около 10 лет рудник Сентечан, это 700 километров от Уснира. 100 километров дороги, есть 600 без дороги. Вот в зимнее время надо работать. Ну, пройти бригадой большой. И, в принципе, получилось, восстановил за один сезон, и там очень богатые золотом и сурьмой месторождения. Вот. Ну, и потом, значит, еще начали думать и тоже металлургическое производство, выход на экспорт. И, кстати говоря, вышли на экспорт, продавали английской фирме Воган, который имеет офис вот в Лондоне, наверное, лет 150 в одном месте на площади Вестминстерского аббатства. И, в принципе, здесь что получилось? То есть самые такие крупные, сложные вопросы были решены. Углубка шахты, восстановление рудника Сентечан, выход на экспорт, да, и своими оборотными средствами предприятие работало, помогало головное предприятие ОПОИС, так, в этом. И потом, значит, можно сказать, когда уже наступала, потихоньку должна была наступать, и пора собирать, как говорится, урожай, и в это время доли республики ЗАО «Сарулах-Сырма» и ООО «Звезда» по 40% продали. Очень, можно сказать, за неадекватные цены, низкую цену. Стал владельцем фирмы «Геопромайнинг ЛТД», зарегистрированная на офшорной зоне, по-моему, в Британских Виргинских островах. Меня руководитель Симан Поваренкин встречал со мной, в принципе. И здесь поворот, конечно, произошел со стороны руководства республики. Был с моей стороны инициирован протокол о том, чтобы объединить два предприятия, акционировать. Обоих было по 400 миллионов уже чистых активов, сделать 1-миллиардную компанию, а потом уже, если уж приспичило, продавать. А тут оставили как есть и продали за очень заниженные цены. Но после этого, конечно, крупные деньги еще пришли. Там до этого от республики были совсем не крупные деньги, довольно крупные деньги пришли, но еще больше крупные результаты получились. Вот. Цены на сурьму и на золото выросли больше, чем в 2 раза, а на сурьму выросли на сурьмяную продукцию, на саму сурьму или концентрат на 3-4 раза выше стали. Хотя говорил зампред правительства о том, что вот впереди там уже до 10 лет не будет подъема цен, там, и может предприятие, никакого признака не было, но может предприятие войти в предбанкротное состояние. Поэтому давайте продадим. Так, зампред правительства так говорил в парламенте, и не только. И вот, например, я сейчас перед передачей посмотрел вот материалы бюджета прошлогоднего, где каждый год приложения даются показатели экономических крупных или средних предприятий, и там говорится вот по добыче сурьмы, производству сурьмяного концентрата, там выручка порядка 4 миллиардов рублей годовая, и чистая прибыль, например, за 2015 год 1 миллиард 280 миллионов. Чистая прибыль, финансовый результат предприятия. Да, с ума сойти. Получается, что республика могла бы, собственно, сама владеть этими деньгами, и это вам и рабочие места, и, в принципе, прибыль большая, а получается за 3 копейки, не совсем говоря, за 3 копейки. Вот в одном предприятии доля была продана за стоимость, там, можно сказать, элитной
но однокомнатной квартиры, а другой очень элитной, четырехкомнатной принципе, квартиры, это же элитной квартиры Якутска. Там. Цифры-то несопоставимы с той прибылью, которую получает сейчас какая-то другая вот офшорная эта компания. Да, конечно. И это, конечно, печально, и не зря, допустим, я сейчас вспомнила о Сарылах Сурьма, потому что, возможно, такая же ситуация сейчас складывается с тобой. Да, возможно. Вот меня, вот если там, вот сейчас, почему я такие цифры знаю и помню, потому что меня важна правда жизни, ну, а не то, что там, ну, введенные заблуждения семьи официальными, например, да, или разными там, о том, что там было дело плохо, и чуть было там Жирков не обанкротил сурьмяную отрасль, наоборот, там благодаря во многом мне, моим вот таким прорывным способностям вышел совершенно на другой уровень. И при том это, конечно, экспортная продукция. Вот. А в данном случае вот ТВ меня беспокоит то, что здесь может ну, совсем бездарно или плохо закончиться вот этап процедуры банкротства. И потому что покупателей на инновационное оборудование республики нет. Что касается там, ну, практически я еще раз подтверждаю, вновь вернее подтверждаю и подчеркиваю, что все деньги, все вложения до 1 миллиона рублей, до 100 тысяч рублей, до любой там цифры, хоть до рубля, все они пошли в дело. И у меня философия такая, чтобы не то что не злоупотреблять, но и не пользоваться положением директора предприятия или там, руководителя. Там. Поэтому здесь мне будет, ну, беспокоит вопрос о том, чтобы ну, такой по низкой цене там продавать или просто по бросовой там, ну, завершить это закрытие предприятия. Это нехорошо. А почему вы думаете, что ну, активы будут распродаваться по заниженной цене? Есть такое основание у меня думать. В сентябре, по-моему, первой половине было у меня общение с конкурсным управляющим. И в результате у меня сложилось такое ощущение, что руководство РИКа и внешние управляющие могут там подвести оценку под такой вот уровень, там многократность заниженной сделать оценку. Вот это беспокоит. Угу. Ну вот удивительно, убивают дойную корову, получается. А у вас нет сомнений, допустим, может быть, это делается как-то специально для того, чтобы кто-то приобрел, не будем называть имени, там, допустим, да, кто-то приобрел хорошее производство, уже такие нормальные производственные мощности по заниженной цене. Вот нет у вас каких-то таких подозрений? Ну и в конце концов, кто стоит за этим всем? Кому это нужно, кому это выгодно? Давайте я тут ничего не скажу, а скажу другое, что в большей мере, ну, наверное, даже наш разговор ну, идет, потому что меня беспокоит вопрос, ну, меня волнует, слово «беспокоит» уберем, а меня волнует вопрос, что меня преследует. Вот это делает руководство РИКа. Руководство РИКа. И, да, в лице есть Петр Вячеславович Алексеев, вот его руководство. Они же вот кошмарили ОТБ как предприятие, да, вот довели до банкротства, инициировали, несмотря на совещание по недопущению банкротства по поручению Данчиковой Министерства имущественных отношений, это главный акционер, да, вот, и идет в определенной мере вот по разным позициям преследование, попытка делать меня крайними или преследование по полной программе. А вам не кажется, что за фигурой Петра Алексеева, генерального руководителя, директора РИКа, стоит более значительная фигура? Без комментариев.
Ну, один из самых главных оппонентов ваших в СМИ – это Виталий Обедин, который утверждает, что, значит, ТБМ только пассивный потребитель государственных средств. Я вот как-то читала его материалы, и из этого можно было такое заключение сделать. Вы бы не хотели встретиться у нас в студии на дебатах с Виталием Обединым? Кстати, говоря, он прав, что, потому что инвестиционный период не завершился. Еще запуска производства промышленного не было. Пилотная часть была в запуске по обязательно-непрерывному волокну, 2 ячейки и линия технологическая по арматуре. Но надо было дойти до запуска всех 12 печей. Что касается дебатов, то здесь, да, и со своей стороны я не вижу никаких как бы препятствий, готов участвовать в дебатах. Тем более, например, когда-то вот ОТБМ, предприятие его развития, было введена даже чуть ли не распоряжением руководства республики состав программы развития города Якутска, экономики. Так что, а в городе Якутске у нас должно уже быть и разные виды новых производств. Так что, Виталий, ждем тебя на дебатах здесь у нас в студии.